актриса Чеченского театра, народная артистка Чеченской Республики, и мне доставляет удовольствие рассказывать людям о нашем театре. Вот первое мое посещение этого театра, оно именно запомнилось мне этими колоннами. Я пришла сюда в первый день на работу, мне сказали, придите сюда, в Министерстве культуры, поднимитесь наверх, там познакомитесь с режиссерами. И вот мое впечатление началось о Чеченском театре имени Хампашина Радилова именно с этого фойе. Конечно, оно тогда было немножко другим. Пойдемте за мной сейчас по лестнице, и я буду вам потихонечку рассказывать о нашем театре. Скоро у нашего театра день рождения. Наш театр открылся в 1931 году, 1 мая. Сначала, если вы посмотрите от вас слева, это группа Чеченского государственного театра. Это те люди, которые работают. Это действующая группа. Все, кто представлены на этих фотографиях, они работают. Руслан Шалаудинович Хайтишев – это главный режиссер Чеченского театра. Он работает, он ставит. И на сцене нашего театра он буквально недавно восстановил спектакль «Захаров. Чеченец из Дальнего». Завалим уже. Это музей, который собирали мы сами, собирали силами актеров, силами тех людей, которые работают в театре. Как бы собиралось, делалось нашими бутафорами, костюмерами, членами цеха. Первое упоминание о нашем театре братья Шариповы, Назарбек и Данилбек. Они являются основоположниками истории нашего театра. Первая труппа, которая ездила в основном в горы, в близлежащие районы, потому что не было своего здания. Они собирались, где придется, пока в 1931 году не был объявлен на государственном уровне, что есть Чеченский государственный театр. Тогда он просто назывался Чеченский театр. И вот все мужчины, которые ушли на фронт, они ушли все сразу, ни один из них не вернулся. Наступает выселение, 1944 год, и казалось бы, театр должен пропасть, но я не знаю, как у других народов, но я знаю про наш народ, как бы мы ни воевали, как бы нам плохо не было, но наступает вечер, я помню по тому времени, когда была война, я жила через дом, да? Мы жили на 5-м этаже. Наступил вечер, во дворе разводили костер, вечером наступали танцы. Гармошка, танцы, котлы, и никто не воевал, никто. Вот именно в это вечернее перемирие происходило, я не знаю, что волшебство, либо что это было. Но вот тогда я поняла одну простую вещь. Как бы нам плохо не было, как бы нас днем не пытались убить, вечером мы постараемся вернуть себе огонь, который может погаснуть в любой момент. Да, возможно, завтра меня не будет. Ну пусть это будет весело, пусть это будет ярко, пусть огонь моей души, он не угасает. Конечно, все, кто работает, все работы, фотографии, все люди, которые работают в этом театре, работали в этом театре, я даже скажу больше, у них постановок было больше, чем у нас сейчас. Вот просто по количеству, да? По тому, сколько они ставили. И мы как-то посчитали, и получилось, что у них намного больше постановок было. Почему, я не знаю. Может быть, потому что когда ты начинаешь новое дело, горишь, и ты можешь сделать все. Мы тоже перенаправляем эту информацию, потому что многим бывает интересно посетителям нашего театра. Мольер, Шекспир, Шиллер. Невероятные авторы брались ими, невероятно сложные брались ими. У каждого времени свои потребности, свои заявки. Да? В какое-то время нужен Гамлет, а в какое-то
время нужно свои национальные, Давлет Амаев и Давлет Мирзаев. Мы его называли Давлет Муталиб, Давлет Мурзаев. Два человека абсолютно разных. Давлет больше был актер кино, но и на сцене он был. А Давлет был больше театральный актер, но при этом его называли гений современности. Он мог перевоплощаться в любого человека. Потрясающая способность перевоплощения. Он мог играть как положительных, отрицательных, красивых, уродливых, любого персонажа. На сцене происходили невероятные вещи, когда без грима он мог изменить свою внешность. Ну, это любовь к своей профессии, это знание своей профессии, мне кажется, и это тоже все вместе в совокупности актерства. Ну, они, конечно, были очень сильными актерами. Они гении. Да, Дагуна. Не побоюсь этого слова, это два гениальных актера, равных которым нет на сегодняшний день. Я с ними был знаком, но, конечно, не довелось так плотно общаться с Давлетом. Мы виделись уже на разных мероприятиях. С Дагуном на премьере фильма просто пересеклись. Мы на нее звали. Это она должна была играть, мы про нее писали. Там у нас библиотека, которую собирали актеры, собирали гости. Для нас это очень многозначащая библиотека, потому что сюда приносят, выставляют. Актеры берут книги, возвращают книги, учебные пособия. И оказалось, что это настолько правильно, только теоретического материала, как здесь. Когда ты понимаешь, тебе что-то говорит режиссер, ты думаешь, я это не знаю. Прибежал сюда, быстренько они полистали и говорят, оказывается, это так здорово и удобно. Мы можем пройти по той стороне и зайти в зал. Можем сразу в зал зайти, как вы хотите. И уже к вечеру будут расставлять свои декорации. Зал, в котором 784 места, с добавочными рядами, это получается около 900 мест. Ну и если бывает аншлаг, который у нас частенько бывает, тогда ставятся еще дополнительные кресла сюда. То есть, в принципе, зал вмещает до 1000 человек. Этот зал, он как бы восстановлен в том виде, режиссерские пульты, света, звукорежиссеров, они восстановлены так же, как были до войны. В этом здании располагалось 3 театра: чеченский, ингушский и русский театр. И уже потом у русского театра появилось свое здание. Здесь стоят ступени, и актеры спускаются, поднимаются. Заслуженный артист. Российский Андрей Джамаев. Что нам это планшет. Раньше называли рампа сцены. Это было изначально, когда, скажем, ранее, когда зарождение театра было, но технически оснащенный театр, здесь вот были прожекторы. Прожекторы были, и, как правило, они светились сюда, в лицо. Но без вот этого света он, естественно, отражал неправильно, мог отражать лицо. Это во-первых, во-вторых, вот здесь вот был вот такой вот пятачок. Вот так вот открывалась крышка, и там сидел рассказывал. Как человека... Импровизация, да?
Кундысла, конечно, импровизация. Ну, смысловая импровизация. Он что, да, чему я, мы баба. Не упадет. А Здесь- у нас в том театре мы же перешли, ну как перешли, это было, мы работали изначально, это я за себя говорю, ты тоже, по-моему, Директором в театре в 93-м году был Амран Джамаль. И когда я пришла, первый, кого я встретила, он был вот здесь и забивал что-то на сцене. И я пришла и сказала: к вам пришла в театр работать. Говорит: там репетиции, иди наверх. Сюда зашел театр Лермонтова изначально. Та труппа, в которой учились Раиса Гичаева, Руслан Ну, Хакишев, вы, наверное, Давлет, видели фотографии. да, Давлет Мирзаев. Давлет Мирзаев, Муталиб. Здесь у Люд мы ее назвали Люда. То есть каждый спектакль имеет свою нишу, имеет свою коробку. В принципе, сами понимаете, это все работа бутафора, но есть вещи, которые где-то закупаются, что натурально есть. Допустим, это, конечно, бутафорские луки. Но есть лук, например, в Гамлете у нас, он настоящий, он действующий, и из него наша Гертруда стреляет. Это из Бальзаминова «Женитьбы». То есть вот все, что вы видите, в принципе, наверное, никому не понадобится. Но когда идет спектакль, вдруг выясняется, что может понадобиться немыслимые вещи. И вот 2 этажа там, туда мы не поднимемся, потому что лестница опасная. А что это оно так прям натурально, все видоизменяется? Ты веришь в то, что это мороженое? Вроде бы знаешь, что нет, а так прям нет. Я почему вернулся? Вы несколько раз спросили насчет оркестровой ямы. Ага. Эта яма имеет свои интересные факты. Туда не то, что садится актер или оркестрант, но еще туда проваливаются актеры. Регулярно причем. Создавая какой-то образ, будучи, когда уже идет спектакль, в зале люди, исчез человек. Был человек и нет человека. Выходит спокойно и продолжать этот монолог. У нас очень здесь красиво. И самое главное, все актеры пользуются малейшим, значит, перерывом. Быстро все садятся. Это как комната отдыха. Кто бы сюда не заходил, Нет, она конечно. вся будет чай попить, Но- это поесть. Кто тебя спасет, это Люда. Вот кто нас спасет, это Люда. И мы говорим: конфет, чай, посидеть. Пожаловаться тоже мы бегаем сюда. Это обязательно. Да. То есть у каждого, опять-таки, спектакля, если вы посмотрите обуви, шапки вот такие всякие, бывают и костюмерами, и реквизиторами, то есть помогают во всем. При ярком свете, правильной подаче, при том, как это надевается актерами, и вдруг все меняется и происходит волшебство. Даже не столько грим, сколько сама подача костюма. Пойдемте дальше. Человек превращается в актера, он превращается в героя той или иной пьесы. Игрываться. И, конечно же, что видоизменяет лицо, допустим, мужчины. Да? Вот у нас есть усы на разнообразнейших видах, есть бороды, парик есть, здесь парики есть. Вот. Иногда Сельская, она сказала: давайте сразу черную, я не знаю. Купили мы белую папаху, и вот эту папаху потом я перекрашивала в черный цвет, потому что я играла смерть, и мне нужно было, чтобы вот ты изменяешься. Изменяешься не только с помощью париков, усов, но еще красок. Из старого более, лет на 20 я могу вас омолодить. Это что вы пришли, я рада была тому, что мы вновь встретились, мы с вами познакомились, и я надеюсь, что вы к нам еще придете.
Потому что спектакли у нас интересные, есть большие, есть маленькие, комедии, трагедии, в принципе, как и наша жизнь. Так что мы вас ждем. Добро пожаловать. Полезная информация, Интересно. много рассказали, познавать, расширили горизонт ваших знаний. Вот, я вас проведу и побегу дальше. Что вы нам уделили время? Мы рассчитывали, что сегодня как бы много всего пойдет рассказать. Но из-за того, что приезжают гости, всегда. Да, это больше. До свидания. Приезжайте к нам.